В прямом эфире телеканал «Якутия-24». Вы смотрите итоги дня. С вами Влад Давыдов. Добрый вечер. Сегодня в программе. Борьба с наводнением продолжается. Приведем данные по паводковой ситуации. Как дела в районах, пострадавших от наводнения? Вся последняя информация. Всем миром якутяне продолжают сбор денег для пострадавших от удара стихии. Помогает простой народ, также предприятия и организации республики. Репортаж о добрых делах. Подробно об актуальном Егор Борисов ответил на вопросы главных редакторов СМИ республики. Какие вопросы задавали журналисты руководителю региона? Кто прав, а кто виноват? В Нерюнгре жители одного из домов недовольны работой своей управляющей компании. Встал вопрос об отказе от этого поставщика услуг. В чем причины? Знай наших, якутяне завоевали золотую и серебряную медали в первенстве России по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением слуха. Как им это удалось? Труд в почете. Желающих провести летние каникулы с пользой школьников в Алдане становится больше с каждым годом. Работать ребята согласны. На любой работе вакансий тоже хватает. На реке Лени подтопление достигло Покровской трассы в Хангаласском районе. На дороге стоят патрули ГАИ, готовые оказать помощь и прекратить движение в случае достижения критической отметки. По последним данным, падение воды на 2 сантиметра за час наблюдается в районе Табаги. Там критический показатель превышен почти на 1,5 метра. Лед стоит. В Якутске вода отступила на 5 сантиметров. Уровень 5 метров 92 сантиметра, при критической отметке 8 метров 27 сантиметров. В Кангаласах за последний час плюс 8 сантиметров, густой ледоход. До максимальной отметки около метра. О паводковой ситуации в столице поговорим подробнее в выпуске через несколько минут в ходе прямого включения. В Хангаласском районе из-за паводка терпят бедствие 2 населенных пункта. Это Актемцы и Хатачу. Перекрыли дорогу, ведущую из Актемцев в Техтюр. Сообщается, что также есть угроза закрытия участка дороги республиканского значения Умнас. Что касается принятых мер, то с Хатачу эвакуировали более 100 человек. Вся информация в репортаже Виолетты Засимовой. Первую защитную дамбу в селе Актемцы прорвало в ночь с 13 на 14 мая, поэтому последний день и ночь шло укрепление второй дамбы, которая не подпускала воду к улицам Дружбы, Мира, Кононова и Петрова. На работы по укреплению были привлечены местное население, студенты филиала ЕГСХ и волонтеры с Якутска. Актемский филиал ЕГСХ каждый год создает мобильные группы. В этом году мы создали мобильную группу из числа студентов в количестве 30 человек. Но, к сожалению, сегодня ранним утром прорвало и вторую дамбу. Вода хлынула и подтопила около 60 подворий и 30 домов. Все еще ведется подсчет точного количества подтопленных домов и подворий. Часть населения отселили в пункты временного размещения, часть по родственникам. Залила муниципальную трассу Актемцы-Техтюр. Вода добралась уже и до республиканской трассы Умнас, по которой добираются из Покровска в Якутск. Проезд большегрузных автомобилей, в общем-то, крайне нежелателен. Проезд легковых автомобилей возможен. Так что пока трасса у нас действует, до достижения уровня полотна, асфальтового полотна осталось где-то сантиметров 15. В Заречье паводковые воды окружили село Хатачу. Сообщается, что там также идет подтопление жилого сектора. Разрушен участок подъездной дороги к селу с федеральной трассы Лена. От воды пострадали склад угля и теплотрасса. Понес урон фермеру, которого подтопило картофелехранилище и теплицу с рассадой. По жилому сектору количество уточняется. Туда выехал сам руководитель приглава. И вот он сейчас как раз ведет осмотр потопленного жилого сектора. По последним данным, фактический уровень воды в Актемцах превышает критический показатель на 53 сантиметра. За 2 часа вода поднялась на 4 сантиметра. В селе Хатачу, по наблюдениям местного населения, уровень воды идет на спад. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.
В Татинском районе наблюдается медленное убывание воды, но ситуация все еще сложная. В поселке Чемнаи подтоплено 198 дворовых территорий и 51 дом. Уровень воды 13 метров 20 сантиметров, при критической отметке 12 метров 23 сантиметра. А в поселке Харбалах подтоплено 75 дворовых территорий и 53 жилых дома. Там уровень воды 10 метров 78 сантиметров, при критических 10 метрах. Постепенный спад воды наблюдается и в Тампонском улусе. В Джибарике Хая уровень воды составил 11 метров 33 сантиметра, при критическом уровне 12 метров 60 сантиметров, подтоплений нет. Вода полностью убывает в Охотском перевозе. Люди вернулись в свои дома. Ну а в Хандаге уровень воды 10 метров 52, при критическом показателе 9 метров 90. Однако подтопленных территорий нет. Какова паводковая обстановка в районе Якутска и пригородов столицы? В Тулагино-Кельдямском наследии работает наш корреспондент Саргалана Федорова. Сейчас она на связи со студией. Саргалана, добрый вечер. Ты в прямом эфире. Тебе слово. Добрый вечер, Влад. Паводковая обстановка по-прежнему остается напряженной в поселке Табага. Прямо сейчас закончилось совещание КЧС Якутска в селе Тулагино. Более подробно о паводковой обстановке готов рассказать начальник управления по делам гражданской обороны Якутска Виталий Бобинов. Пожалуйста. На сегодняшний день паводковая обстановка складывается следующим образом. По состоянию на 20 часов местного времени уровень воды в селе Табага составил 1124 сантиметра от нуля поста и наблюдается снижение уровня на 2 сантиметра за 1 час. Хочу отметить, что это существенно превышает критические отметки. Имеются подтопленные территории. В настоящее время в Табаге подтоплено одно здание. Для размещения пострадавшего населения развернут пункт временного размещения, где имеются все необходимые средства для жизнеобеспечения пострадавших. Зарегистрировано 40 человек. Размещено 2 человека в пункте временного размещения. Также сложная обстановка у нас наблюдается в районе микрорайона Деркалах, где также подтопленные территории, развернут пункт временного размещения на базе Якутского техникума. Вместимостью 200 человек. Тоже ведется там регистрация пострадавших. Значит, пока за размещением там никто не обратился. Сегодня днем произошли некоторые изменения у нас в паводковой обстановке. Был активный ледоход в районе Деркалаха, Атласовской протоки, в районе Кангаласского мыса, что способствовало некоторому снижению уровня воды в районе города Якутска. Скажите, какие еще меры принимаются? Значит, для решения задач по безопасному пропуску весеннего паводка якутское звено Якутской территориальной подсистемы РСЧС функционирует с 15 числа в режиме чрезвычайной ситуации. Организовано взаимодействие со всеми спасательными службами. Руководители спасательных служб городского округа работают в круглосуточном режиме. Сил, средств достаточно, проблемных вопросов нет. Все. Спасибо. К этому часу у нас пока все. Влад? Спасибо. С информацией о паводковой ситуации в районе Якутска была наш корреспондент Саргалана Федорова на прямой связи с Тулагино-Кельдямского наследия. Мы продолжаем выпуск. Помощь пострадавшим от паводка в числе первых начали оказывать отраслевые профсоюзные организации региона. Так, за 2 дня для жителей Амгинского и Усть-Майского районов перечислили более 500 тысяч рублей. Об этом в программе «Актуальное интервью» нашего телеканала сообщила зампред Федерации профсоюзов Республики Валентина Кириллина.
Самую активную поддержку оказывают Республиканский комитет профсоюза работников образования, агропромышленного комплекса, рескомы профсоюзов культуры и госучреждений. Республиканский комитет профсоюза работников образования в Амгинском улусе пострадало 106 членов профсоюза, и они приняли решение о том, что в течение лета, начиная вот с мая месяца, им всем будет оказана помощь в размере 10 тысяч рублей каждому. Но я считаю, что эта сумма достаточно, скажем, серьезная для нас, потому что именно бюджет Республиканских комитетов профсоюзов и Федерации профсоюзов именно формируется на основе членских профсоюзных взносов. Так что вот профсоюзу образования предстоит очень большая работа. Пострадавшим от паводка жителям республики поможет и «Алроса». По словам генерального директора Сергея Иванова, компания находится в постоянном контакте с оперативным штабом. В помощь «Алроса» готовит строительные материалы для отправки в подтопленные населенные пункты. Особое внимание уделят поддержке поселков Усть-Майского района. В частности, «Алроса» рассматривает возможность оказания первоочередной материальной помощи семьям, наиболее сильно пострадавшим от наводнения. Пострадавшим от паводка якутянам помогает и ряд других организаций, движений и предприятий. Неравнодушные организовывают разного рода благотворительные марафоны, акции и ярмарки. Идет активный сбор вещей, одежды и денег. Сюжет Кристины Якуповой. Природная стихия бывает непредсказуемой и жестокой. Наводнение в Амгинском улусе – беда для всей республики. Чтобы помочь пострадавшим от паводка, Управа Октябрьского округа и Совет ветеранов организовали марафон добрых дел. Активисты Октябрьского округа организовали ярмарку-продажу книг, вещей, посуды и многого другого для того, чтобы все вырученные деньги передать жителям Амгинского улуса. Для того, чтобы поддержать, помочь те, кто остались без крова, скажем. Даже они вышли, как они показывают, что в одном платье для благотворительности. Даже детские сады у нас участвуют, сделали скворечники. Ну и будет у нас сводный концерт силами клубов по интересам Совета ветеранов. В концерте участвовали ансамбли и местные музыканты. Очень даже хорошо, что придумали вот эту акцию, такой концерт. Благотворительность мы не всегда можем просто сам по себе, где-то что-то не знаешь. А здесь все-таки уже и что-то продастся, пойдет на благотворительность, что от концерта какие-то взносы пойдут. В общем-то, очень хорошая идея нашего округа. И мы очень даже с радостью, с удовольствием поддержали. Жалко, конечно, людей, в общем-то, чем можем, все сделаем для них, все соберем, все отправится. Сюрпризом благотворительного концерта стала 5-летняя Катюша. У меня очень много конкурсов. Я везде еду. А дома ты не разговариваешь на якутском языке? Нет, потому что это не конкурс. Идея провести благотворительный марафон принадлежит Совету ветеранов, а поддержали самые активные жители Октябрьского округа. Это многодетные матери, сотрудники 17-й школы и детского сада «Улыбка». Все вырученные средства и необходимые вещи будут переданы жителям Амгинского улуса. Кристина Якупова, Семен Семенов, Якутск. Тем временем в Ленске стартовал очередной навигационный сезон. Традиционно события отмечают с приходом в местный речной порт первого судна. На торжественной церемонии речники приняли поздравления и пожелания удачи в работе. В свою очередь, начальство речпорта заявило о полной готовности к навигационному периоду. Речпорт полностью готов. В межнавигационный период были полностью обслужены все портальные краны. Также подготовлен буксир Арбатский, плавкраны. И на сегодняшний день мы встречаем начало навигации, полностью подготовлены. И только ждем ритмичной подхода судов и большой воды, чтобы достойно выполнить все свои производственные показатели.
Жители Гагаринского округа столицы пожаловались на торговцев, продающих прямо на улице со своих грузовиков. Люди недовольны тем, что большие машины загораживают и без того тесные улицы и дворы района. На жалобу отреагировали компетентные органы, и сегодня на эти места выехал совместный рейд с проверками. Репортаж Ланы Ильиной. Черноземом и песком у Белого озера незаконно торгуют долгие годы. Продавцы не скрывают, что нарушают. Уверены, так и должно быть. С мнением жителей Гагаринского округа, которые жалуются на скопление грузовиков, не считаются. Теперь горе-продавцам грозят штрафы. Уже сколько лет стоят? Уже 20-30 лет стоят здесь. Все привыкли, люди тоже покупают, привыкли все. А вот жители жалуются, что здесь вот... Кто здесь живет? Здесь все магазины, алкогольные маркеты только жалуются, и все. Как выяснилось, любимое место грузовиков под знаком «Стоянка запрещена». В погоне за рублем закон не писан. Сотрудники ГИБДД выписали водителям квитанции. В административной комиссии города заверили, это не последняя проверка. Рейды будут проводиться с сегодняшнего числа с 16 мая по 18 мая, где мы охватим районы непосредственно Марха, Гагаринский округ, Сайсарский округ, а также Строительный округ, где будут выявляться такие факты именно незаконной торговли, и административной комиссией будут приниматься меры как к физическим лицам, как и к предпринимателям, а также юридическим лицам меры административного принуждения. Торговать можно, но лишь в специальном месте – полигоне «Патриот» по улице Очиченко. В противном случае водитель заплатит за нарушение от 3 до 5 тысяч рублей, юридическое лицо – от 100 до 500 тысяч. Лана Ильина, Александр Жуков, Якутск. В столице закрыли рынок Монетах из-за нарушений требований пожарной безопасности. Как сообщили в Федеральной службе судебных приставов региона, в разработке 2 исполнительных производства. Один по рынку, второй по Саха-экспоцентру. Их работу приостановили по решению суда. Если должники устранят нарушения, установленные пожарной инспекцией, то они смогут возобновить работу. Напомню, что проверки торговых центров по всей стране инициировали после трагедии в Кемерово. В Алданском районе идет работа по летнему трудоустройству местных школьников. Ребятам есть из чего выбирать. Работу на лето предлагают промышленные предприятия, учреждения образования, социальные организации. Да и сами школьники проявляют большое желание. К примеру, 15 подростков согласились поехать работать в оленеводческие стада. Сюжет Татьяны Вахниной. Труд сегодня в почете. Это подтверждает увеличивающееся год от года количество школьников, желающих провести летние каникулы с пользой для производственного дела и для собственного кошелька. В среднем в летние месяцы будут трудоустроены несколько сотен подростков. В этом году у нас начали обращаться к нам школьники по вопросу трудоустройства уже в январе месяце. Желающие работать летом школьники подают заявление на трудоустройство в Центр занятости населения. Традиционно ребята и девчонки работают вожатыми в детских лагерях, в социальных организациях и на промышленных предприятиях. На 1 мая к нам поступило 18 заявок на 302 рабочих места. Мощным стимулом к летней занятости для подростков становится заработок карманных денег. В этом году зарплата существенно возрастет. Увеличение минимальной оплаты труда, однако, имеет обратную сторону. Многие работодатели смогут трудоустроить меньше школьников, чем в прошлом году. Часть работодателей не могут себе позволить понести дополнительные расходы, потому что размер оплаты труда у нас с 1 мая 27 908. Плюс начисления, которые идут в пенсионный фонд, в фонд социального страхования. Это получается очень большая сумма. Поэтому перечень работодателей, которые мелкие, у нас сократился. Ежегодно алданские школьники отправляются работать в оленеводческие стада. Нововведение этого года касается механизма оплаты труда. Часть затрат работодателю будет возмещена. В настоящее время программа проходит стадию согласования. Предполагается трудоустройство 15 граждан от 14 до 18 лет в оленеводческие стада. И по программе мы будем возмещать часть затрат работодателя на оплату труда. Десятки ребят летом будут трудиться на ниве благоустройства. Соответствующие заявки в Центр занятости подают администрации поселений. Так, в Белецком наследии на уборку улиц и мест отдыха выйдут 50 мальчишек и девчонок. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан.
Сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами и смотрите во второй половине итогов дня. Подробно об актуальном Егор Борисов ответил на вопросы главных редакторов СМИ. Какие вопросы задавали журналисты республики руководителю региона? Кто прав, а кто виноват? В Нерингре жители одного из домов недовольны работой своей управляющей компании. Встал вопрос об отказе от этого поставщика услуг. В чем причины? Знай наших, якутяне завоевали золотую и серебряную медали в первенстве России по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением слуха. Как им это удалось? Это Якутия-24 в прямом эфире. Мы продолжаем итоги дня. Сегодня Егор Борисов встретился с главными редакторами СМИ республики. Беседа длилась 2 часа. За это время руководитель Якутии ответил на больше чем 20 вопросов. Среди главных – ситуация с паводком и помощь пострадавшим от наводнения. Егор Борисов заверил, что вся необходимая помощь будет оказана, в том числе и федеральным центром. Также руководитель региона ответил на вопрос о своем здоровье, опроверг слухи об отставке, отметив, что слухи распускают те, кто хочет раскачать ситуацию. Речь, кроме того, шла и о новом майском указе президента страны Владимира Путина. И как раз вот те цели, которые заложены в этих приоритетах, они совпадают с нашими стремлениями, с нашими действиями, с нашими определенными задачами, которые мы уже для себя заложили. Четко для себя уже представляем цели этого майского указа, мы обсуждали уже себя и уже сегодня конкретизируем с учетом всего того, что происходит в эти дни вокруг этого указа, формируем механизмы, формируем цели и задачи и выведем на определенные документы, которые будут доведены до жителей республики. С сегодняшнего дня начались перевозки пассажиров на вертолете Ми-8 по маршруту Маган, Нижний Бестях и обратно. Стоимость перелета 3000 рублей. Билеты можно приобрести в Маганском аэропорту Полярные авиалинии, а для пассажиров с Нижнего Бестяха билеты будут продавать на площадке Маннетаха, где и приземляется вертолет. Сообщается, что на одного пассажира предусмотрена бесплатная перевозка до 20 килограмм груза. Что касается времени рейсов, то с Магана до Нижнего Бестяха вертолет будет летать в 11, 12 и 13 часов дня, а с Нижнего Бестяха в сторону Магана в 11:40, 12:40 и 13:40. В Алмазном крае сотрудники районных управлений соцзащиты, строительства, пенсионного фонда и других структур провели прием граждан в поселке Арылах Мирнинского района. Местные жители получили консультации по жилищным вопросам, приобретению земельных участков и материальной помощи. Кроме этого, специалисты провели перерегистрацию льготной категории граждан. В этот список входят ветераны труда, трудового фронта, инвалиды и все льготники, получающие единовременную денежную выплату на компенсацию по жилищно-коммунальным услугам. Регистрация прежде всего проводится для того, чтобы нам уточниться, да, на данный момент проживает ли льготник на территории Республики Саха-Якутия, чтобы не было неправомерных выплат. И потом, чтобы уже база данных у нас была полностью, мы имели сведения по каждому льготнику. То есть его жилая площадь, какую он имеет, с кем он проживает на этой жилплощади и в какой помощи нуждается. В Нерингре жители одного из домов недовольны работой своей управляющей компании. Встал вопрос об отказе от этого поставщика услуг. В чем причина в ситуации, разбиралась наш корреспондент Екатерина Павлова. На собрании с собственниками жилья управляющая компания «Анита» отчиталась по вопросам обслуживания дома, но от этого новых вопросов от жильцов стало еще больше. Задолженность погасится в следующем месяце, так как мы взяли ипотеку, немножко не рассчитали. У меня задолженность строго за 1 Анна Николаевна, я думаю, сначала выслушаем повестки, потом все вопросы я обязательно отвечу. Давайте действительно по повестке. Потом мне тогда скажу. Недовольство жильцов дома по улице Геологов 77/1 длятся не 1 год. Они отмечают, что их дом находится в плачевном состоянии и входит в число одного из самых проблемных домов в Нерингре. Как считают жильцы, довела дом до этого именно управляющая компания. На наши заявления никто вообще никак не реагирует.
Дом находится в ужасном состоянии. У нас падают последние заборы, у нас исчезает последний тротуар, подъемник для коляски, который не входит коляска. Единственное, наверное, в этом подъезде вхожу с коляской. Коляска моя не влазит. У нас постоянно пропадает освещение, у нас не горят ртутные лампочки, у нас плохое освещение в подъездах. Мы постоянно сидим без света. Здесь нету держателей. Люди жалуются на промерзающие стены, незаделанные швы, открытые входы в подвалы, где долгое время проживали бомжи, разрушенные ограждения, отсутствие уличного и подъездного освещения и многое другое. На что они-то парируют о якоре из 17 квартир, которые не платят по счетам, и денег на все нужды жильцов не хватает. Терпение жильцов на исходе, и договор с управляющей компанией заканчивается в конце года. Что будет дальше, покажет время. А самые активные жильцы руки не опускают и не сомневаются, что в скором времени жизнь дома наладится. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. В Мирнинском филиале СВФУ открыли 2 новые программы бакалавриата. Так, в Политехническом институте пройдет набор абитуриентов по 7 направлениям. Новые – это математическое обеспечение и администрирование информационных систем и педагогическое образование с 2 профилями подготовки. В этом году количество бюджетных мест там увеличили до 130. По итогам, например, прошлогодней приемной кампании студентами первого курса стали 132 абитуриента очного обучения и 89 заочного. Самым популярным направлением подготовки по традиции стало горное дело. Высокий конкурс наблюдался и на нефтегазовом деле. К столетию со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны Виктора Кинзировского в 31-й школе столицы организовали выставку. Примечательно, что о подвигах этого солдата могли ничего и не узнать, если бы не маленький мальчик Дима Чашин. Благодаря ему о герое войны стало известно всем. Памятная история в сюжете Анастасии Кобызевой. Даниил Чащин рассказывает историю, которая началась 14 лет назад. Тогда его брат Дима нашел на берегу реки боевой орден Красной Звезды. С тех пор начали искать обладателя награды. Долгожданный ответ пришел из архива Министерства обороны России. Владельцем ордена оказался Виктор Борисович Кинзировский, 1918 года рождения. Я даже думал, не притекла ли она сдалека, но она никак не могла с тех мест притечь просто. Вот так она истертая, вообще вся, видно, что долго там очень лежала. Как выглядел Виктор Борисович, никто не знает. Ни одной фотографии найти не удалось. Известно, что Кинзировский был командиром 13-й гвардейской стрелковой дивизии. Война для него закончилась 13 мая. В свой день рождения он освободил Прагу. В 60-х годах оказался в Якутии. До 80-летия не дожил 1 год. Этот человек совершил много подвигов, и он был награжден многими орденами и медалями за это. Освобождал он у нас много населенных пунктов. В последние месяцы войны Виктор Борисович отличился 4 раза. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями за победу над Германией, за отвагу, за освобождение Праги. Орденом Красной Звезды награждались наиболее отличившиеся бойцы Красной Армии. Именно этим орденом был награжден Кинзировский Виктор Борисович за форсирование и удержание плацдарма под огнем противника. К столетию со дня рождения героя семья Чащиных организовала выставку в 31-й школе. Недалеко от нее жил Виктор Кинзировский. Если бы не орден, то о герое Великой Отечественной войны никто бы не узнал. Выставку проводят уже 2-й раз. Надеются, что объявится хоть кто-нибудь из родственников или знакомых Кинзировского. Анастасия Кобызева, Георгий Григорьев, Якутск. Сборная команда Северо-Восточного федерального университета по мини-футболу заняла 2-е место в Золотой лиге всероссийских соревнований мини-футбол в вузы. На полях в подмосковном Щелково сыграли 120 команд. Якутяне в прошлом году завоевали бронзовые награды этого турнира, а в этом сезоне улучшили свой результат. По итогам соревнований студент 4-го курса Айсен Савин признан лучшим вратарем сезона. В группе мы заняли 1-е место. И в полуфинальной игре играли со 2-м местом группы «Б». Основное время у нас закончилось 2-2. И в серии после матча в пенальти мы выиграли со счетом 2-0. А в финальной игре проиграли со счетом 10-2. Можно сказать,
Ребята, может, и перегорели. Эмоций, наверное, было мало, потому что полуфинальная игра была очень трудная. Фестиваль под названием «Настроение» стартовал в столице Алмазного края в местном спорткомплексе. Открытый урок для мирнинских спортсменов провели призеры Олимпийских игр в Бразилии. Все подробности у наших коллег. Финальную схватку Аниара Гедуева с иранским борцом Хасаном Яздани на Олимпиаде в Рио назвали самой драматичной. Аниар получил травму, но продолжил борьбу и стал серебряным призером. В рамках фестиваля настроения «Алроса» у мирнинских спортсменов появилась возможность поучиться у знаменитого борца. На открытый урок Аниар Гедуев пришел прямо из самолета. Я только что прилетел, если чем-то можем порадовать, как-то что-то показать, мы будем рады. Вот, в дальнейшем увидим. Если вопросы будут, конечно же, мы на встречу пойдем, покажем все, что сможем. Все, что мы знаем, мы передадим, постараемся передать мелким и порадовать болельщиков. Урок начался с разминки с олимпийским призером. Валерия Каблова поблажки спортсменам не давала. А тех, кто хорошо выполнял упражнения, Валерия подбадривала. Те, кто будут нарушать у нас штрафные очки. Вот, молодец, до конца работы. Акционерная компания «Алроса» сотрудничает с Федерацией борьбы России уже 5-й год. Ваши сотрудники и штат, который работает здесь, они добывают алмазы, а наши олимпийцы, они являются золотодобытчиками. Добывают золотые, серебряные, бронзовые медали на Олимпийских играх для нашей страны. Поэтому однозначно решение было принято, что сюда поедут действующие олимпийцы, действующие чемпионы и призеры Олимпийских игр. Фестиваль настроения «Алроса» в Мирном продолжится 2 дня. Для всех желающих олимпийские призеры по борьбе проведут открытые уроки и мастер-классы. Для девушек-борцов будет отдельный мастер-класс от Валерии Кабловой. Фестиваль закончится товарищеским турниром. Анна Винокурова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». Якутяне завоевали золотую и серебряную медали в первенстве России по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением слуха. Соревнования прошли в Смоленске. Участвовали 150 спортсменов из 29 субъектов страны. О достижении наших атлетов расскажет Александр Зубехин. Старт, беговая дорожка, судьи, составляющие любого соревнования. Единственное отличие — спортсмены не говорят и не слышат. В беге на 1,5 километра участвовали 10 человек. Якутянка Татьяна Бурым вырвала бронзу. Главная соперница, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике из Кемерово, Елизавета Мухина, победу не отдала. Сложность работы вообще с неслышащими спортсменами от говорящих, да? Это, наверное, языковой какой-то барьер, да, что они как иностранцы у нас получаются. Они говорят на другом языке и понимают мир тоже по-своему. И нужно подстраиваться под это. Очередной забег уже на 3 километра и с препятствиями. Бурым идет второй, отстает от лидера на 100-ые доли секунды. Смена тактики, и якутянка вырывается вперед. Череда прыжков через воду, отрыв в 20 секунд и золотая медаль в руках у Татьяны Бурым. Я хочу много успехов взять и всем будущим глухими людьми показать, чтобы надо заниматься, бегать. Он хочет заниматься спортом, поэтому я выбрала бег. Забег на 100 метров среди парней. Сильный состав. Среди фаворитов Александр Корчагин из Якутска. В упорной борьбе уступил петербуржцу. Итог – серебряная медаль и звание мастер спорта. Я не знаю, почему 3 года занимался, мастер спорта выполнил. Но я бегал, но на 1/100 секунды не достиг, поэтому мне дали 2-е место. Хочу попасть в Олимпийские игры. Теперь Татьяна Бурым и Александр Корчагин в сборной России. Они будут готовиться к первенству Европы по легкой атлетике среди глухих. Соревнования пройдут в июне в Болгарии. Тренер якутян уверен, медали обязательно будут. Александр Зубехин, Павел Пахомов, Якутск. Это были итоги дня. Смотрите телеканал Якутия-24 и будьте в курсе.